Всем доброго утра, хорошего настроения. Начинаем вместе с вами «Утро Якутии». Вероника Тамтосова. Итак, что интересного можно рассказать? Ну, конечно, поздравить с Днем пожилых людей всех. Поэтому с праздником, наши дорогие старшие наставники. Желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения. И сегодня очень много важной, полезной информации. Поговорим о здоровье, о том, как ее сберечь, как продлить долголетие. У нас прекрасные гости, которые с удовольствием поделятся своими знаниями, своим опытом в этой области. Ну а прямо сейчас, как всегда, спешим рассказать о том, что же у нас за окном. Итак, в центральных районах сегодня минус 6, минус 10, в Заречной группе 4-6 ниже 0, в южных минус 7 градусов, в Вилюйской группе 5 градусов со знаком минус, в Нижнеленских минус 5, минус 7, в западных 4-7 градусов холода, в Колымо-Индигирской группе Улусов от минус 5 до плюс 4, в Янских 5-12 ниже 0, на северо-западе 6-9 градусов холода. В столице сегодня в 6 часов утра температура воздуха составляет минус 5 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура от 0 до минус 2. Вот такая у нас осенняя совсем погода. Ну, а хочется, конечно, и поделиться очень интересными новостями. Итак, чудесное явление, прекрасное и неповторимое в разных уголках России зажглось северное сияние. Мы можем наблюдать потрясающие красоты кадры из Свердловской, Ленинградской, Нижегородской области, Карелии и Подмосковья. Обусловлено это явление столкновением заряженных частиц солнечного ветра с атомами и молекулами верхних слоев земной атмосферы, что приводит к их возбуждению и свечению. Поток этих частиц направляется магнитным полем Земли к полюсам, где и возникает это красивое явление. Но чаще всего, конечно, мы об этом не задумываемся, а просто наблюдаем какое-то потрясающее, незабываемое явление, увидеть северное сияние. Я думаю, в этих областях было по-настоящему сказочно. Будем ждать, когда появится в Якутии. Ну и еще одна интересная новость. Второй по размерам в истории человечества алмаз продадут на аукционе в Британии. Размером почти с человеческий кулак и весом 2492 карата. Это примерно 498,4 грамма. У алмаза пока нет имени, как и оценочной стоимости. Специалисты хотят вернуться к этим вопросам после полировки камня. Известно, что найденный алмаз стал самым крупным за последние 120 лет. Предыдущий рекорд принадлежал камню Кулиану. Его вес составлял 3106 карат. Но вот такие удивительные природные явления у нас можно увидеть и северное сияние, и самые потрясающие алмазы. Все это вокруг нас, но прямо сейчас переходим к не менее важным и интересным новостям республики. Доброе утро, коллеги и телезрители. Я расскажу о самых заметных событиях этого утра. Заседание Совета по реализации национальной и социальной инициативы под председательством Айсена Николаева состоялось в Доме правительства. Главе региона представили проект плана мероприятий по поддержке семьи, рождаемости и многодетности. На заседании Совета особое внимание было уделено важности демографической ситуации в регионе. Участники подчеркнули, что демография – это не только вопрос социальной сферы и здравоохранения, но и ключевой фактор, влияющий на экономику, жилищное строительство и сельское хозяйство. На протяжении этих дней мы работаем в республике и с вашими коллегами как раз таки собрали более 160 мероприятий, очень конкретных, которые касаются поддержки самых разных семей. Семей студенческих, молодых, многодетных, что очень важно, культуры многодетности, многопоколенности, многовнуковости, поддержки беременных женщин в послеродовый период. Это касается улучшения жилищных условий семьи с детьми, особой поддержки при рождении детей, особенно семей, когда рождается ребенок 4-й, 5-й и последующие дети. Это то, что касается ценностей традиционных, духовно-нравственных. 7 октября планируется завершение навигации маломерных судов по всей республике. В этом году произошло 54 происшествия, в том числе с гибелью 49 человек, а также 6 пропавшими без вести. Отмечается, что в осенний период эксплуатация судов становится опасной. Среди рисков выделяется ухудшение погодных условий и обледенение судна, что может привести к опрокидыванию лодки. В целях недопущения гибели на воде проводится патрулирование, профилактические мероприятия и административная практика. На нарушителей составлено 392 административных дела.
7 октября навигация для маломерных судов закрывается на всей территории Якутии. После закрытия навигации для маломерных судов выход на водные объекты категорически запрещен и крайне опасен. Судоводителям необходимо провести консервацию и поставить судно на безопасное зимнее хранение. В военно-учебном центре Северо-Восточного федерального университета продолжается набор студентов для обучения по программам подготовки сержантов и рядовых запасов. Для поступления на обучение необходимо пройти медицинскую комиссию в военкомате и сдать нормативы по физической подготовке. На данный момент конкурсный отбор успешно прошли более 30 юношей с различных факультетов, институтов вуза. В целом в центре обучается более 200 студентов, которые в один раз в неделю, не отрываясь от основной учебы, проходят тактическую, военно-техническую и общевойсковую подготовку. Срок обучения для получения звания сержанта запаса составляет 2 года, а для получения звания рядового запаса – 1,5 года. У нас было занятие по РХБЗ, радиационная, химическая, биологическая защита. Надевали противогазы. Мы выполняли также еще другие некоторые нормативы. А вот сейчас мы отрабатываем стрельбу стоя и на ходу. С учетом того, что я юридическом факультете, то есть юрист, я могу поступить в силовые структуры, правоохранительные органы. И как раз мы по окончании, курса военной подготовки здесь, в ВУТе, мы получаем военный билет с присвоением звания рядовой запаса. В стенах Ледового дворца Элей-Ботру прошла первая осенняя спортивная ярмарка. Ее приурочили к прошедшему в Якутии Дню предпринимателя. Любой желающий мог зарегистрироваться и представить на ярмарке самые разные вещи, связанные со спортом. От экипировки и аксессуаров до спортивного инвентаря и исторических альбомов и значков. Кроме того, для посетителей также открыли двери музея спортивной славы, где можно было узнать историю якутского спорта. У меня насчет тематика разные. Разные виды собираю и перенес книги именно про спорт Манчары и Спартакиады. Манчары, это вчера было, Спартакиада, Люкминские. Эта книга, например, про Манчар, да, это в 2013 году вышла. Автор, составитель Коротов Владислав Петрович. Он нас, всех журналистов, фотографов приглашал, что с ними работали. И наши работы все включились в эту книгу. Мы уже говорили, что сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилого человека. И так сложилось, что в современном мире все больше внимания уделяется не просто продолжительности жизни, но и ее качеству. Активное долголетие – это не миф, а реальность, доступная каждому. И наши сегодняшние гости – прямое тому доказательство. Они поделятся своими знаниями и опытом, как на практике внедрить принципы здорового образа жизни, чтобы продлить молодость тела и духа. Встречается инструктор ЛФК, волонтер организации «Школа третьего возраста Республики Саха-Якутия» Саргалана Борисовна Феоктистова и курсиста школы третьего возраста Надежду Георгиевну Чукрову. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли. Очень интересно. Начнем, наверное, вообще, что такое школа третьего возраста и как вы пришли к тому, чтобы посвятить свою жизнь работе с людьми старшего возраста? Школа третьего возраста, она образована в 2012 году. В декабре месяце, как раз в этом году, будет 13 лет. Да? За это время очень много людей старшего возраста, скажем так, да, посещает наши кружки, многочисленные, начиная от бисероплетения, и заканчивая лечебной физкультурой. Да? Люди очень активно идут в нашу школу, занимаются, приходят просто сначала узнать, что там есть, да, потом уже даже глаза разбегаются, что оказывается очень много кружков, и пытаются сходить, по крайней мере, сходить на несколько сразу, да. К нам, например, на ЛФК приходят люди тоже, иногда бывает с опаской, там, да, как посмотреть первое занятие и так далее. Но, тем не менее, потом остаются. У меня
я где-то года 3 работаю уже, да, до этого опыт был такой, что с детства я очень люблю утреннюю зарядку, сама занималась индивидуально, и потом это все переросло как бы в мое хобби, да, поэтому начала делиться опытом в 2011 году, начала проводить, ну просто с подругами начали заниматься в парке, люди начали подходить, присоединяться, ну и у нас образовалась определенная группа. Ну, видимо, вот это где-то увидели, услышали, и директор нашей школы третьего возраста Пелагея Юрьевна Придизникова, встретив меня, пригласила уже быть инструктором. Ну, здорово, когда увлечение перестает Да, работу. да. Ну, а вот вы, когда пришли в школу третьего возраста, вы почему решили, что стало таким толчком, чтобы прийти? Ну, я тоже вот с Светланой Борисовной проводим ЛФК в школе третьего возраста. И мы там занимаемся зарядкой, и я провожу дыхание Стрельникова. Меня подвигло, что перебороть себя, набраться бодрости и, как сказать... Ну, тоже человек очень опытный, да. Она у нас проводит музыкальную часть, то есть танцевальную часть. Танцевальную, можно позавидовать ее энергии, она очень энергичная. Это кажется, что она там как бы старше нас даже, да, но тем не менее, значит... Ну, а вообще вот чем ЛФК в возрасте отличается от обычной физкультуры? То есть на что оно больше направлено? На двигательную активность, на мышечную подвижность? Вот, какие области физики они затрагивают, эти упражнения? Да, вот вопросы долголетия, да, уже давно как бы звучат. Я, прежде чем заниматься вот именно в школе, когда предложили, да, я обошла все ЛФК, какие есть в городе. Довольно сложные. Я там уже наблюдала, как молодежь реагирует, да, на какие-то упражнения, как пожилые люди реагируют. И были такие случаи, что вот походим, да, вот даже мне, человеку, который более-менее подготовлен, довольно-таки сложные были упражнения. А пожилые женщины, они даже иногда, ну, одно занятие проходят, потом говорят, для нас это сложновато. Ну, я поняла, что надо какую-то свою методику все-таки применить, да, и из всего, что вот из опыта, скажем так, людей из ЛФК, скажем так, нашего города, да, я приняла более доступные упражнения. Это вот у нас сначала идет как бы зарядка идет, растяжка, да, у нас идет. Потом у нас идет нейробика обязательно, да, упражнения по нейробике. Упражнения на развитие мышц глаз идет у нас тоже, как люди пожилые, у них в основном, да, зрение страдает. Вот. И потом уже как бы немножко такое танцевальное и дыхательное упражнение проводим. Вот танцевальные, если вы комплекс ведете, то как реагируют на танцы? Вот насколько музыка, движение под музыку интересно старшему поколению? Мы движение делаем под якутскую музыку, по народную. И это, ну, не трудные, просто простые движения, вроде осохая, это, и очень удобно им, они воспринимают очень легко. Ну, вовлечены за счет музыкального ряда тоже, да? Всем нравится. Ну, а вот чаще всего с какими трудностями сталкиваются, получается, ученики школы, приходя к вам? То есть что наиболее, преодолеть свой страх или именно физически какие-то, что вот неподвижно долгое время были, там, допустим, ну, находились в квартирах, сидели, не двигались, ничем не занимались, что сложнее? Наверное, перебороть себя, да, вот утро начиная с зарядки, как говорится, да, и переступить сначала свой, как бы, ну, может быть, не то, что страх, да, а думают, наверное, что вот я не справлюсь, не смогу, там они, наверное, там у них уже как бы давно идет зарядка, да, и боятся вот этого вначале. А потом, когда я говорю, вы посмотрите, присмотритесь, понравится вам, останетесь, нет, значит, сложно там какие-то вопросы, то уже можете другое что-то искать, да. Ну вот, скорее всего, так. И, как говорится, начни с себя, да, победи, перебори свой страх, скажем так, да. Ну, а по вашему опыту, вам что было сложнее? С чего начать? Ну,
Перебороть себя — это главное, чтобы все тело двигалось, чтобы это энергию брать. И когда все делаешь это с утра, утреннюю зарядку, это на весь день уже Заряд бодрости. заряд бодрости, энергии. Ну да, если хотя бы начать с чего. Да. Вот мы знаем, что вы принесли какое-то простое упражнение, с которого можно каждый дома начать, при том вне зависимости от возраста. Вот вам тоже попробуйте, да, Давайте. Надежда Георгиевна. Очень обычный, ну, шишка, да, обычная, бесплатный массажер, мы говорим, да. И я вот нигде не видела, что кто-то занимается. Но мне пришла на ум, когда мы занимались в парке. Таким образом массируете ручки, да, уже чувствуете тепло и так далее, да. Затем, значит, упражнения на ловкость, на координацию движений, да. Очень нравятся эти упражнения людям. Но тут просто вот нам сидя не очень удобно, но тем не менее, да. И делаем таким образом, чтобы упражнения для глаз, как бы, да. Вот, ага, как дети потом бегают, ага. Левши, значит, левшам легче, наверное, с левой руки, да. Ничего, ага, вот. Спасибо. Потом, значит, есть вот у нас якутские игры, да, хаблык, да, то есть мы ловим на реакцию, да, отпускаем и ловим, да. Вот такие тоже упражнения можно делать. Правой, левой, да. Тут еще два полушария у нас работают, да. Таким образом, очень много упражнений с обычной шишкой. Потом я всегда даю домашнее задание собрать осенью шишки, положить в коробочку, да, и босиком просто сначала сидя наступать, а потом, когда уже ноги привыкнут, уже страха такого не будет, как бы, да, что там ноги будут болеть и так далее, да, и по ним ходить прямо вот по этим шишкам. Так что пользуйтесь, лайфхак, да, скажем так, да. Ну, лайфхак настоящий, потому что, получается, я вот, например, с непривычки так мелкие предметы не бросаю, они еще и легкие, получается, это достаточно сложно. Зато мои уважаемые зрители, мои гости с этим справились легко. Да, и еще такое упражнение можно, да, вот тоже из наших упражнений. Ну вот, например, волк, да, волк и охотник идет, ну вот пистолет как бы, да, и меняем ручки, да, медленно сначала. Попробуйте-ка. Таким образом меняем. Волк, охотник, волк, охотник, волк, охотник, да? И все быстрее и быстрее. Вот два полушария, чтобы работали, да, память развиваем таким образом. Разнообразные упражнения очень много. И стараюсь каждый раз что-то менять, чтобы не было скучно, скажем так, да? Спасибо большое. Ну, очень интересно. Еще раз поздравляем вас тоже с праздником пожилых людей. Сегодня 1 октября. Всех ваших подопечных поздравляем. Спасибо большое за вашу работу, за ваши советы. Очень интересно. Я уверена, что вас... Тоже можем поздравить, да? А сегодня я хочу не то, чтобы с Днем пожилых людей, я хочу сказать, поздравляю людей, мудрых людей, позитивных людей. Скорее всего, это вот День мудрых и позитивных людей, мне кажется. Так, спасибо большое. Спасибо. Приходите еще. И спасибо большое за работу. Дорогие друзья, сегодня у нас 1 октября, вступает в свои права. И в этот первый день очень много разных событий, вот чудесные праздники. Правда, что поздравляю всех с Днем мудрых, умных, пожилых людей, потому что на самом деле это, наверное, сейчас одно из самых активных у нас представителей вокруг нас, и которые показывают пример. Поэтому сейчас прямо узнаем, какие еще даты и событиями богата сегодняшняя дата. На календаре 1 октября. Сегодня Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства и День сухопутных войск России. По народному календарю Арина Шиповница. На Руси в этот день было принято собирать и сушить шиповник. Считалось, что полезны только те ягоды, которые собраны после Дня Арины. Плоды шиповника использовали и в кулинарных, и в лечебных целях. Например, из него готовили витаминные напитки, которые применяли для укрепления иммунитета. Из ягод варили варенье, кисель, делали желе, мармелад, повидло. Популярен был чай из плодов рябины и шиповника. Этот день в истории. В 1869 году в Австрии выпущена первая в мире почтовая открытка с отпечатанной маркой. В 1934 году начал издаваться ежемесячный научно-популярный журнал «Наука и жизнь». В 1960 году в этот день состоялся выпуск первого автомобиля ЗАЗ-965 «Запорожец». В 1967 году, 1 октября, в Советском Союзе началась трансляция телевизионных программ в цветном изображении. В 2003 году основана компания «Российские железные дороги».
А в 2019 году в этот день был создан вид спорта как спортивное метание ножа. В этот день родились Олег Ефремов, советский российский актер и режиссер, Ричард Харрис, ирландский актер, продюсер, музыкант, Нина Усатова, советская российская актриса театра и кино, народная артистка России. Именины сегодня отмечают Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей и Софья. Есть чему поучиться у наших гостей. Вот теперь сижу, практикуюсь. Вообще долголетие, мы все о нем мечтаем, мы все очень к нему стремимся. После определенного возраста хотим, чтобы обязательно к нему стремились наши родные, близкие, бабушки, дедушки. Ну, а начинается, правда, очень просто, как и говорят наши гости, с активности. Давайте сделаем зарядку прямо сейчас и добавим немножко, может быть, несколько лет к нашему сроку жизни. Это же здорово. Ну и вообще проснемся наконец-то. Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня я вам покажу комплекс растяжки. Для этого нам понадобится кирпичик. Если его у вас нету, можно заменить на книжку, например, второй том «Война и мир». Первое упражнение – исходное положение. Ножки чуть шире плеч, носочки диагонально. Мы делаем вдох, выводим наш кирпичик наверх. На выдохе мы опускаемся с ровной спинкой, важно лопатки свести. Округляем нашу спинку и с круглой спинкой поднимаемся наверх. Вдох, на выдохе мы снова спустились. Округлились. Вдох, выдох. Округлились. Вдох, выдох. Очень эффективное упражнение на раскрытие грудного отдела, поэтому важно соблюдать сведение лопаток. Еще 4, 3, 2, 1. Выполняем 12 раз, 3 подхода. Исходное положение то же самое. Ножки чуть шире плеч, носочки диагонально, кирпичик выводим также наверх, но мы здесь добавляем наклончики в сторону. Делаем вдох, лопатки свели, на выдохе мы наклонились вправо, развернули корпус в центр, переместились влево, развернули, выросли обратно. Выдох, вернулись, вдох. Выдох. Важно, когда мы перемещаемся по центру, кирпичик тянется в потолок. Ни в коем случае мы его не заваливаем. Еще 4, 3, 2, 1. Следующее упражнение. Наш кирпичик мы кладем на передний край коврика. Рабочая ножка встает с пяточкой на задний край коврика. Левую ножку мы кладем на кирпичик, делаем вдох и на выдохе начинаем выполнять сначала пружинистые упражнения. Делаем вдох, на выдохе каждый раз все ниже и ниже спускаемся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сделали вдох. На выдохе максимально ушли вниз. Зафиксировались на 8 счетов и стараемся расслабить наши связки. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Аккуратно поднимаемся. Такое упражнение повторяем 3 подхода, 8 раз пружин и 8 раз фиксация. Далее меняем ножку. Комплекс нашей растяжки подошел к концу. Выполняйте растяжку с помощью кирпичика каждое утро и будете иметь пластичное, красивое тело. Всем хорошего дня! Как мы уже сказали, сегодня отмечается Международный день пожилого человека, такого активного,
мудрого, замечательного, прям как наши гости. На заслуженном отдыхе время следует проводить с удовольствием и с пользой. В этом твердо убеждены алданцы, участники муниципальной программы «Активное долголетие». Социокультурный проект, направленный на поддержку граждан серебряного возраста, открывает обширные возможности для саморазвития: рисование, творчество, гимнастика, плавание. Работа ведется по ряду направлений. Одной из востребованных площадок является вокал. На одном из концертов «День музыки», который также отмечается в первый день второго месяца осени, побывали наши коллеги. Песни много не бывает. В этом убеждена жительница поселка Лебединово Валентина Симон. Валентина Алексеевна много лет отработала в детском саду. Четверть века назад освоила кулинарно-кондитерское искусство и открыла пекарню. В свободное же время женщина пела в самодеятельных коллективах и в народном хоре «Ветераны Алдана». Сейчас она 3 раза в неделю посещает вокальную группу, открывшуюся в рамках муниципального проекта «Алданское активное долголетие». Пением давно занимаюсь, хожу с удовольствием. Вот пою «Ветераны Алдана» в хоре. И сюда сейчас мы ходим благодаря проекту «Долголетие». Мы ходим сюда к Жанне Анатольевне, занимаемся и персонально, и хором занимаемся. Социокультурный проект «Алданское активное долголетие» стартовал в прошлом году. Программа направлена на повышение качества жизни пожилых граждан и на поддержание их социальной активности. Работа с представителями элегантного возраста ведется по спортивным и творческим направлениям. Вокал является одной из площадок. Мне досталась группа уже поющая, поэтому мне говорить, что я там их многому научила, конечно, смысла нет, потому как это практически все певицы из хора ветеранов. Вот, поэтому я только где-то корректирую их песни, где-то помогаю фонограмму сделать, где-то мы там по тональности определяемся. Репертуар вновь образованной вокальной группы весьма разнообразен. Особенно же, по словам преподавателя, ее певуньями любимы песни прошлых лет. Между тем, артистки не прочь поэкспериментировать и попробовать что-то новое. Тогда, конечно, совсем другие песни были. Они более лиричные, более наполненные глубоким смыслом. Поэтому вот такие песни мы и поем. Ну и где-то вот, конечно, делаем какие-то современные аранжировки. Конечно, им пока это страшно, но они стараются. Осваивая вокальное мастерство, участницы группы получают массу позитивных эмоций. Обладающая целительной силой песня, как известно, строить и жить помогает. К тому же от нее становится легко на сердце. Получаю очень много удовольствия от этого, потому что без песен русский народ не живет. И когда плохо человеку, хочется поплакать, он поет. И когда радостно, он тем более поет. И поем мы с самого детского возраста, начиная с колыбельных песен. Поэтому вся жизнь наша заключается в песне. Вокалистки признаются, что спелись они отлично. При этом не менее ценно общение. Отношения в группе сложились очень теплые и доброжелательные. Когда мы организуемся в группы, в команды, человек чувствует хороший позитивный настрой, радость и счастье. А позитивный психологический настрой – это самая главная составляющая хорошего здоровья и активного долголетия. Всем желаю здоровья и быть с нами в одной команде. В настоящее время в рамках проекта действуют 6 направлений. Многие участники, а социокультурный проект уже объединил более 200 человек, посещают несколько площадок. Ведь на заслуженном отдыхе время нужно проводить с удовольствием и с пользой. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Уверена, что участники этого проекта точно проводят время интересно и очень позитивно. Но вообще говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Герой нашего следующего сюжета подтверждает это правило. Бывший учитель труда, который на пенсии не просто нашел себе хобби, а создал целую мастерскую по производству счастья на 3 колесах. Его уникальные 3-колесные велосипеды из подручных материалов помогают пожилым людям снова почувствовать ветер в волосах и ту самую беззаботность, что была в юности. Как ему это удается, смотрите в следующем материале.
Трехколесные детские и специальные модели для пожилых. Элегантные с нарядными корзинками и минималистичные варианты без лишних деталей. Каждый велосипед уникален по-своему и у каждого свой характер. Творец этих удивительных механизмов Николай Михайлович, бывший учитель конструирования, посвятивший 40 лет работе с детьми. И сейчас, будучи на пенсии, он все так же продолжает творить. Как бы времени много сейчас стало, и поэтому вот занялся конструированием велосипедов. В прошлом году сделал один велосипед, вот стоит. Потом нынче по весне там людей катаю около озера, вокруг озера. И люди попросили вот, еще какую-нибудь сделать. Потом такое сделал, потом вот внукам сделал. Николай Михайлович создает каждый велосипед с особой заботой и вниманием к деталям. Материалы для своих творений мастер находит буквально повсюду. За основу использует запчасти старых велосипедов внуков, ненужную мебель и даже ветки тольника, который растет во дворе. Я тут из фанеры сделал. Фанера, основа, и деревяшки. Вот. Тут тоже фанера. Тут железных этих деталей нету, ничего варить не надо. И тут полуось сделал на подшипниках, на 2 подшипниках. И передаточная вот отсюда идет. Вот. Поняли, да? Так, колеса поставил маленькие. Так, потом, если вы заметили, сидушка такая широкая. Вот так может подняться. Если это вот мотоцикл «Ура». Потом эта корзина легким движением рук снимается. Вот тут ребята вот отражатели наклеили. Но главная особенность – продуманная конструкция. Низкая посадка и устойчивая база делают велосипеды доступными даже для пожилых владельцев. Но когда вот пожилые трехколесные, да, там посадка должна быть низкая, потому что они не могут ногу поднять сильно. Они должны вот так удобно сесть на уровне как бы этого стула или табуретки. Раз сели и поехали. А так я много по интернету смотрю, как люди делают, которые есть обычные велосипеды, которые китайские трехколесные. Они для пожилых не очень подходят, потому что они высокие, громоздкие, там большие колеса стоят. А я для пожилых сделал маленькими колесами, чтобы высоты не было. Сидушку опустил как можно низко, чтобы вот так сидеть было удобно. Вот так могут отдохнуть, ноги поставили, потом могут дальше поехать вот так. Вот так. Полезное изобретение быстро оценили соседи. Так у Николая Михайловича появился первый официальный заказ. Я шла в ту сторону и слушаю, сигналит кто-то. Ага, оглянулась, и он на велике едет. Не на таком, а на своем. Я как увидела, он говорит, хочешь прокатиться? Я говорю, конечно. И вот мы поехали по набережной. Ага. И он дал мне покататься, мне так понравилось. Я говорю, а ты откуда такой велик достал? Он говорит, я сам делаю. Я говорю, я такой хочу. И он говорит, ну давай, говорит, сделаем тебе. И вот собрал мне такой классный велик. Говорю, это мой Мерседес. На своем «Мерседесе» 78-летняя пенсионерка Александра Семеновна теперь передвигается по всему городу. Катается по набережной, ездит по магазинам, складывая все покупки в удобную корзинку. Но самое главное, что подарил ей новый велосипед, это то самое давно забытое особое чувство свободы. Прогулки делаю утром, потом после обеда по набережной, там до сквера Матери. Там очень интересно же кататься. И все там приветствуют, все пальцы вверх показывают. Ага, ну вот там один мужчина меня остановил, говорит, можно я вас сфотографирую? Я говорю, ну пожалуйста. Похвалил, говорит, надо же, говорит, бабушки на самодельных великах катаются. Говорит. На достигнутом Николай Михайлович останавливаться не собирается. В ближайших планах создание специальных моделей для дачников и маломобильных граждан, а также проведение уроков по велоремонту для всех желающих. Мастер уверен, вопреки всем стереотипам, жизнь после выхода на пенсию
только начинается. Илана Захарова, Виктор Дичковский, Якутск. Сколько счастья в передвижении на таком трехколесном транспорте. По-моему, это отличная идея, чтобы активно проводить время, путешествовать и быть более мобильными нашему старшему поколению. Но есть другая, не менее важная проблема. Это наше здоровье. И зачастую не только старшие, но и мы подвержены очень неприятным стремлением к современности. Скажите честно, кто из вас, почувствовав недомогание, первым делом открывает браузер в поисках диагноза, а потом, вооружившись сомнительными советами, самостоятельно назначает себе кучу анализов? Знакомая ситуация? Так вот, врачи бьют тревогу. Такой подход не просто бесполезен, он опасен. А почему, расскажем прямо сейчас. Доброе утро! В последнее время все острее становится проблема бесконтрольного и зачастую ненужного медицинского обследования без назначения врача. Почему нельзя назначать себе анализы и тем более интерпретировать их результаты самостоятельно, мы сегодня разберем. Спектр анализов очень индивидуален, может сокращаться или расширяться в зависимости от ваших жалоб, анамнеза, пола, возраста и так дальше. Часто, чтобы определить начало патологии, врач назначает несколько косвенных исследований вместо одного прямого. Словом, понять, что вам действительно необходимо, а что будет просто пустой тратой времени и денег, без специалиста невозможно. Разные исследования требуют различной подготовки. Одни анализы лучше делать натощак. Информативность других же это попросту снизит. Перед какими-то анализами нельзя курить, перед другими заниматься сексом. Держать все это в голове способен только профессионал. Референсные значения – это средний показатель. Они не учитывают ни возраст, ни фазы менструального цикла, ни анамнез. В итоге получается, что норма уровня половых гормонов у 18-летней девушки и у 70-летней женщины одинаковая, что не соответствует действительности. Кроме того, показатели разных анализов зависят друг от друга. Повышение одного элемента на фоне повышения другого скажет об одном, а тоже, но на фоне понижения третьего показателя может говорить о прямо противоположном диагнозе. Очень важен образ жизни, наследственность и конкретная нынешняя ситуация, в которой находится пациент. Поэтому трактовать результаты исследований самостоятельно не только бессмысленно, но и опасно. Так вы можете поставить себе неверный диагноз или упустить, самое главное, что-то серьезное. Только врач с клиническим мышлением и даже не искусственный интеллект, только врач может определить, какие симптомы свойственны тому или иному вашему заболеванию и назначить необходимое обследование для уточнения диагноза. Будьте здоровы! В понедельник в Якутске завершились соревнования по танцевальному спорту. На паркете спортивного комплекса «Триумф» собрались участники из 23 регионов страны, подарили зрителям и болельщикам море впечатлений и эмоций. Давайте вместе полюбуемся красотой и грацией юных спортсменов. Ну, потрясающие кадры, это были потрясающие соревнования. Все, кто видел, могут насладиться в трансляции, есть запись, потому что это хочется пережить снова и снова и кружиться вместе с танцорами в ритме вальса, танго и ча-ча-ча. Ну, а мы продолжаем, и далее у нас новости. Продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Филиал фонда «Защитники Отечества» по Якутии в текущем году принял и обработал 1860 обращений по медицинским вопросам. Более 160 граждан получили содействие в прохождении медицинской реабилитации. 440 ветеранов боевых действий прошли расширенную диспансеризацию. Психологическую помощь в текущем году получили 580 человек. Дети погибших участников спецоперации могут обратиться за поддержкой к детским кризисным психологам Республиканского центра через социального координатора филиала.
890 и более граждан получили содействие в получении амбулаторной и стационарной медицинской помощи. Оказано содействие в получении санаторно-курортного лечения более 110 граждан. Помощь в прохождении военно-врачебной комиссии или медико-социальной экспертизы получили более 30 ветеранов. Более 85 ветеранов смогли пройти реабилитацию и санаторно-курортное лечение по линии Социального фонда России в реабилитационных центрах Анапы, Тюмени, Томска, Омска и Кемеровской области. Стартовала программа профессиональной переподготовки «Мастер управления в креативных индустриях», которая готовит управленцев для развития городов и культурных инициатив. Занятия ведут специалисты в области управления и культурной политики на такие темы, как креативная экономика, современные технологии управления, командообразование и многое другое. После прохождения программы выпускники получат диплом о переподготовке и удостоверение о повышении квалификации. Целевая аудитория – руководители госучреждений, предприниматели и желающие строить карьеру в креативных индустриях. Очный этап программы проходит с 30 сентября по 3 октября. Перед нами стратегическая задача такая стоит, что мы должны взрастить креативно мыслящих, творческих людей, молодых людей, которые могли бы иметь такие компетенции и знания, благодаря которому у нас наши стратегические задачи, цели были выполнены. В этом плане руководители учреждений культуры, я смотрю, сегодня собралось очень много молодых людей, в том числе и наши выпускники. В Агату начались занятия в школе фермера. Это образовательный проект по подготовке сельскохозяйственных кадров, который был запущен в 2020 году. В прошлом году в Якутии 23 выпускника получили образование по направлениям скотоводства и растениеводства. В этом году бесплатное обучение будет проходить по направлениям переработка продукции и организация сельского хозяйства. В ходе обучения курсанты получат теоретические знания о финансовой грамотности, агрономии и ветеринарии, а также пройдут стажировку на ведущих предприятиях и фермерских хозяйствах региона. По окончании обучения им предстоит защитить проекты и получить сертификаты установленного образца о профессиональной переподготовке. Проживаю в селе, это для меня, сказать, не новое. Занимался в свое время коневодством, тоже держал лошадей. Сейчас хочу более научно подойти, уже пройти обучение. Опять же, познакомиться с товарищами, которые занимаются агробизнесом, и открыть свое дело и начать заниматься сельским хозяйством. В Берджилгестякской школе Осипова открыли образцовый кабинет якутского языка и литературы. На февральском совещании учителей горного улуса Феодосия Габышева внесла предложение о создании современного, эстетичного и содержательного кабинета. Сотрудники школы восприняли идею с энтузиазмом и разработали концепцию и проект кабинета Кюнсиджая, который теперь введен в эксплуатацию. На реализацию проекта потратили 980 тысяч рублей из бюджета улуса. Конечно, этот кабинет будет для нас очень большим подспорьем для развития именно родного языка. Тут наши учителя сделали очень хорошее содержание. Во-первых, мы хотим, чтобы якутский язык уже изучали в новом формате, цифровом формате. И нашими учителями сделано очень много образовательных цифровых программ различных, чтобы были это привлекательно нашим детям. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. А мы продолжаем раскрывать тему знаменательных событий. Сегодня Международный день музыки, и мы не могли не пригласить представителей этой прекрасной сферы деятельности. У нас в гостях отличник культуры Республики Саха-Якутия, лауреат всероссийских и международных конкурсов, ведущий педагог Якутского музыкального колледжа Ирина Валерьянова-Слепцова и выпускница детской школы искусств, студентка Якутского музыкального колледжа, лауреат всероссийских и республиканских, получается, конкурсов Алина Иванова. Доброе утро. Доброе утро. Мы видим, что вы с музыкальными инструментами, поэтому, конечно, мы сразу вас попросим сыграть. И играем мы сегодня произведение Валерия Ноева «Жаворонок». Очень утренне.
Спасибо большое, потрясающе. Вот мне кажется, вот это нужно ставить вместо будильника. И желательно в живом исполнении, по возможности. Но сегодня я вас поздравляю, потому что вы связаны с этой сферой, вы ей посвятили жизнь, вы, я так понимаю, планируете посвятить ей жизнь. Очень сложный, на мой взгляд, инструмент. А вот скажите, ваше отношение к Дню музыки, как он возник, и, может быть, какая-то историческая справка для тех, кто не интересовался. Ну, Международный день музыки был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО знаменитым скрипачом и дирижером Иегуди Минухиным в 1974 году. И решено было именно 1 октября учредить этот праздник. Но самое интересное, что за год до этого Дмитрий Шостакович подавал в Организацию Объединенных Наций письмо с просьбой учредить этот праздник еще в 1973 году. Но, к сожалению, тогда это не получилось. И вот эту идею поддержал уже и Иегуди Минухин. И мы с 1974 года уже празднуем этот знаменательный и радостный день музыки. Какие есть традиции вот у вас в колледже? Традиции, но это как всегда и вообще во всем мире. Много концертов, встреч с ведущими музыкантами, с композиторами, выставки, посвященные именно музыке, фотографии, музыкальные инструменты и так далее. И встречи с композиторами, конечно же, обязательно. Как вот вы, люди, которые связаны с музыкой, пришли в эту профессию? То есть это же очень сложно когда-то вот определить для себя, что вы будете заниматься именно музыкальным направлением. Ну, как всегда, мы вот с Алиной разговаривали, нас привели родители, можно сказать, в эту профессию. Это уже стандартная ситуация, можно сказать. Родители ведут, и дети уже находят свое призвание. И я думаю, что, встретившись даже со своим педагогом, который вложил любовь к музыке уже своим ученикам. Алина, вот ну, в музыкальную школу все когда-то приходят, ты закончила ее уже. Вот твои воспоминания о том, как ты пришла в музыку и почему именно флейта? Не стесняйся, рассказывай, как это было. Ну, по твоим воспоминаниям детским. Может быть, сказки, фильмы, не знаю. Не, меня мама дала. Вот мама отдала музыкальную школу? Вот я с сестрой пришла в музыкальную школу, и она на выбор просто вот так вот сказала, что будете. Ну, я решила выбрать флейту. Почему именно флейту? Ну, она красивая такая, женственная. Хороший выбор. Ну, какой самый запоминающийся момент из, может быть, конкурсов, уже когда ты заканчивала, может, выпускные экзамены, что запомнилось? У нас там был оркестр, я очень любила играть в оркестре, поэтому я решила продолжить обучение. Именно в оркестре? А вот вы, наблюдая за детьми, вот какой анализ говорите, как как-то изменился подход к музыкальным произведениям? Может, у них изменился музыкальный вкус? Может быть, чаще обращаются, чтобы сыграть что-то современное? Они начинают серьезнее, студенты, ученики начинают серьезнее как-то и с большим интересом играть. Они уже, закончив музыкальную школу, допустим, и даже проучившись в музыкальной школе несколько лет, они с большим интересом и уже с таким опытом и слуховым анализом подходят к изучению музыкальных произведений. Они уже начинают понимать, что играть, как играть. И именно поэтому им становится интереснее соприкасаться с музыкальными произведениями. И очень у многих детей появляется, и вообще студентов, появляется желание выступать на сцене. Когда они видят радостные лица зрителей и восхищенные лица зрителей, это для каждого музыканта незабываемый восторг и то, к чему стремится любой музыкант. Доставить радость, восхищение и, так скажем, удивить даже немножко зрителя своим исполнением и своими, допустим, новыми произведениями, которые мы представляем часто на концертах. Здорово. У тебя есть любимое произведение? Ну, какое-нибудь? Риголетто.
все-таки классика? Ну, это дуэт. Я с одной девочкой играю. Это Франц Доплер, «Риголетто фантазия», написанная на основе оперы «Риголетто» Джузеппе Верди. Великолепное произведение, да, и они сейчас со студенткой Олей Савиновой разбирают это произведение. Ну, приятно, что выбор такого серьезного произведения у ребенка является любимым произведением. Здорово. А сегодня какие-то праздничные, может быть, события в республике, в Якутии, где вы принимаете участие? Сегодня у нас будет концерт, посвященный Дню музыки, во-первых, в колледже. Потом мы ведем студентов на концерт фестиваля филармонии «Северное сияние». Великолепные концерты, и ежегодно они посвящены Дню музыки, и разной тематике посвящены. Но это всегда очень интересно и познавательно, и много великолепных музыкантов, певцов, дирижеров приезжает, и мы с удовольствием сходим со студентами на концерты. Вот какой отклик получают студенты от того, что принимают участие или просто посещают? Как, может быть, родители приходили и говорили, что мы привели ребенка именно после посещения какого-то событийного, да, концерта, какого-то рассмотра произведения, где участвовал оркестр. Вот как вы замечали? Ой, популяризация вообще способствует? На наших концертах у нас есть ансамбль «Концертина», у нас есть ансамбль «Жаворонки», вот состоящий из студентов Якутского музыкального колледжа, конкретно вот из класса флейты. Сейчас они выходят уже на более высокий профессиональный уровень, девочки наши молодцы, и достойно представляют наш колледж. И на наших концертах уже вырастает, наверное, третье поколение учеников средних образовательных школ, которые очень многие идут заниматься в детскую музыкальную школу, приходят в Якутский музыкальный колледж дальше заниматься. Ну, то есть прям отклик мы уже видим, да? Что да, отклик очень большой. Мы даже как-то покупали билеты, выезжали на конкурс, и женщина, которая продавала нам билеты, ой, она с такой радостью нас встретила, говорит, вы летите еще раз на конкурс. Как с удовольствием мы смотрели ваши концерты. Здорово, что такой отклик. Есть желание поздравить коллег, учеников, выпускников? Да, конечно, обязательно. Дорогие наши музыканты, коллеги и зрители всей нашей республики, жители всей нашей республики, в этот Международный день музыки я хочу поздравить от всей души со знаменательным днем и пожелать вам вдохновения. Пусть ваша музыка продолжает трогать сердца зрителей, объединяет людей и приносит радость, новых ярких идей, незабываемых моментов на сцене. И спасибо за то, что вы делаете мир ярче, красивее своей прекрасной музыкой. Спасибо большое за такие теплые слова. Я уверена, что всем было приятно их услышать. Дорогие друзья, мы тоже вас поздравляем с Днем музыки. Надеюсь, что эти небольшое мгновения, которые мы вам подарили, изменило ваше утро. Ну, а прямо сейчас давайте посмотрим. Участники соревнований «Олимп Алрос» на кубок директора Айхальского ГОК готовились к силовым упражнениям и гонкам, но главным испытанием стала головоломка на время. Как это было, в следующем сюжете. В Айхале на один день открылась своя карманная Формула-1. Только вместо шума моторов – азартные возгласы болельщиков, а вместо гоночных болидов – юркие радиоуправляемые машинки, которым покоряется змейка и крутые повороты. Проявить себя в роли пилота-виртуоза и провести свой наряд по трассе с точностью ювелира – такая задача стояла перед участниками соревнований «Олимп Алроса». Мероприятие проводят второй год подряд среди команд Айхальского и Удачнинского комбинатов. Это эмблема Олимпа. В разгар физической борьбы организаторы АГОК подготовили сюрприз – интеллектуальный этап. Представьте, сердце выскакивает из груди, пульс зашкаливает, а тебе хладнокровно, словно гроссмейстер, нужно собрать пазл из 100 элементов. Одна неверная ошибка, и код будет неверным, и победа уйдет сопернику. Испытание не для сильных, испытание для самых уверенных и спокойных.
Несмотря на сложный шифр, все 4 команды справились с испытанием. Этот тур стал открытием. Работать в условиях ценота оказалось увлекательнее, чем преодолевать физические препятствия. И если сначала некоторые участники смотрели на пазлы с недоумением, то к финалу соревнований интеллектуальный конкурс стал самым ярким впечатлением. Для команды Валентины Антоновой «Герои Олимпа» соревнования «Битва за реванш». В прошлом году они были третьими. Готовились мы за 2 недели, разбирали, собирали автоматы, выполняли тест Купера. Почти каждый день мы собирались по вечерам, то есть находили это время, чтобы, так сказать, показать хороший результат. Тактика оказалась верной. 30 тысяч рублей за первое место от профсоюза «Профалмаз» и кубок директор Айхальского ГОКа увезла с собой команда Валентины. Куда потратить призовые, спортсмены еще не придумали, а трофей на год займет почетное место в витрине славы Удачнинского комбината. Каждый участник соревнований «Олимп Алроса» получил сувениры от Айхальского ГОКа. Алена Боровкова, медиакомпания «Алмазный край». Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Надеюсь, мы зарядили вас энергией. Всех с праздником. До новых встреч. Начинайте утро вместе с нами.